Вот это вот дилемма, это вот называется когнитивный диссонанс. Девочки, которые хотят, чтобы их мужья и парни были активными, а сами они готовы даже стать пассивными, но у них мама активная была. Она в доме все решала. Она все в доме решала мама. Папа почти ничего не решал. Либо решал, но вопросы такого характера. Этому надо учиться. Вот у меня внутри это было. Это ломка. Ну, то есть, это вначале как костыли, когда... Но это большой труд. Если вы хотите счастливую семью, если я осознаю так, у меня мама всю жизнь была очень деятельной, деловой, сильной, она очень много работала, у нее была карьера, у нее, то если я хочу по-другому, но меня несет по этим рельсам, потому что они уже моей мамой проложены, и я не хочу, а меня несет. Я хочу учиться, я хочу работать, я хочу достигать. То тут только через осознание, когда ты понимаешь, что женщина должна заниматься чуть-чуть другим, либо ты сейчас тоже об этом подумаешь, мамочка, полдесятка, то ты начинаешь работать над собой, ты начинаешь осознанно себя тормозить. По-другому никак. Либо если ты по этим рельсам вступишь, тебя вынесет просто, и ты притянешь к себе. Будет несерьезно. Да. Конечно. Если бы не работал, девочки, капля камень точит. Если бы капля не точила камень бы не точился. В маленькой капле уже есть маленькая сила. То есть вопрос... Но это очень большой труд. Вот я могу про себя рассказать. Давайте так. Это будет... Я выросла в семье. Ну ладно, про родителей не будем плохо говорить, хорошо. Я выросла пацанкой. Я очень много проводила с ребятами, с пацанами времени. Я бежала всегда, у меня были волосы растрепанные, или у меня был такой колтун на голове, который я не расчесывалась, потому что мама работала много. Я говорила: не за мной! И мы бежали: кто не за мной, кто за мной, тот герой, кто без меня, тот сопливая. Мы бегали по стройкам. Я носила всегда джинсы, я носила всегда кроссовки, я носила всегда... Мне было непонятно тирюши, нюши, что это такое, это вообще не про меня, каблуки, это жестко неудобно. Я любила очень много учиться, я читала. Я была пацанкой, Пеппи ничего, я не знала, как это называется, что это моя любимая книга, я выросла на ней, задирать ноги, это все про меня. Но когда ты начинаешь, кроме того, что взрослеть, ты понимаешь, что почему-то мальчики, которые тебе нравятся, они сильные, красивые, но они выбирают девочек других, ты думаешь, что со мной не то? Вы просто дружим. Я друг. Ко мне приходит, он говорит: слушай, она мне так нравится. Представляешь себе? Я начала мучиться. Со мной что-то не то. Я умная, я такая красивая, я такая умница. Что со мной не то? И ты начинаешь, когда осознавать сценарий, как ты себя ведешь, как ты отвечаешь, как ты реагируешь вообще себя с мужчиной, во что ты одеваешься. Так, давайте еще. Мы все мечтаем о родовом гнезде. Мечтаем? Вообще у вас была когда-нибудь мечта, чтобы у вас вот был такой дом, такой большой, там, например, сад, много комнат, этажей, и вы такая уже семья, и вы даже себя представляете уже в браке. Вот мы так любим, у нас дети такие бегают, и вот мы собираемся все на рождественскую индейку, и там вот все дети у нас, и мы такая себе уже бабушка с дедушкой. Приятно? Реально приятно? Хотелось бы. Но что за этим стоит? Я вам скажу так. В советское время наши мамы почти, кто не из таких доверующих семей, почти все работали. Это был нонсенс. Меня отдали в год в ясли. В год. Мою маму отдали в 3 месяца. 3 месяца она была в яслях. 3 месяца такой ее грудью кормила. Всем нужно было работать. Советская установка была работать. Это страшно, это страшно. Сейчас мы в совсем других условиях находимся. У нас есть шанс, и мы им пренебрегаем совершенно. Потому что мы все мечтаем о таком родовом гнезде, но чтобы его построить, чтобы родить детей, чтобы их воспитать, чтобы они стали достойными. Вот смотрите, когда был Советский Союз, женщины работали. Но им помогала сама система. Были бесплатные почти, до копейки стоили детские сады.
работа была, то есть государство очень довольно-таки в тот момент заботилось. Отпускные сейчас, когда каждый сам за себя, когда разрушилась эта система СССР, каждый должен выживать, как он может, женщины вынуждены работать просто как звери, чтобы выжить, скажем так. И садик — это уже недорогое удовольствие, у кого есть дети, тот знает. То есть сейчас женщине как никогда нужно выбирать девушке. Если я хочу родовое гнездо, чем я готова пожертвовать, чтобы это гнездо свить? А жертвовать, девочки, нужно ой-ой-ой, как много. Например, если нас учили всегда учиться и работать, то вы просто знаете, что если вам что-то досталось бесплатно, то кто-то за это заплатил.